Ровно год назад российский боксер-профессионал Мурат Гасиев уступил в финале боксерской суперсерии. В бою против украинца Александра Усика он потерял 2 чемпионских пояса. В чем причина поражения и что ждет Мурата в ближайшем будущем? Об этом и многом другом нам расскажет заслуженный тренер России и Южной Осетии, первый тренер Мурата Гасиева Виталий Славов. Виталий Константинович, здравствуйте. В свете последних событий в мире бокса разговор наш сегодняшний пойдет, скорее всего, сначала о вашем самом главном воспитаннике, о Мурате Гасиеве. Скажите, пожалуйста, как сейчас дела у Мурата и на какой стадии он находится? Сейчас нормально. После тяжелых операций в Германии он прооперировал плечо 2 раза, 2 операции. Потом несколько раз на реабилитацию летал. Вроде все нормально. 27 июля все будет ясно. И большую подготовку прошел. Ваше мнение о смене весовой категории? Это в первую очередь его решение самого Мурата сменить весовую категорию. Во-первых, супертяжелый вес – это самая престижная весовая категория. И к последнему бою он очень много вес придерживал, изгонял, больше 15 килограммов. Это тоже сыграло вот и на травмы, и на это. И он принял решение перейти в супертяжелую весовую категорию. Это в первую очередь его решение. Сейчас идет 2-й сезон боксерской суперсерии в первом тяжелом весе. Да? В полуфинальных боях встречались Бриедис Гловацкий и Дортикус Стабити. В бою Бриедис-Гловацкий на кону стояли 2 пояса, которые Александр Усик оставил вакантными. Да? И в результате победы Бриедиса он сейчас владеет 2 поясами. IBF остался вакантным, и следующий, и другой пояс WBA, он будет тоже, скорее всего, разыгран в финале. Не считаете ли вы лично, что Мурат поторопился со сменой весовой категории, так как сейчас был бы неплохой шанс опять вернуться в чемпионскую гонку? Во-первых, первая суперсерия – это по ажиотажу, по накалу, по уровню бокса, это было совсем другое. Вторая суперсерия – это признают все и организаторы, что она уступает даже несравнимо ни по каким критериям. А то, что касается боя, вы видели, во-первых, удар локтем и нокаут, когда он послал Гловацкого в нокаут, это после секунд 10-12 прошло после гонга. Уже и эти тренеры выскочили и все равно признали. Для сравнения вам скажу, что Мурат, когда ударил во время гонга, одновременно с гонгом, долго обсуждали, чтобы его дисквалифицировать. А тут секунд 15 прошло, человека нокаутировали, и все прошло. Так что там пояс. WBC сразу отказался отдавать пояс. Поговорим о грядущем поединке. Соперник известен, это Джоуи Довейк, польский гром, как его назвали. Пару слов о нем. Нет, так он на слуху все время, потому что он тут там кого-то ударил, там на спаррингов он чудеса творит, там с Валдером, так говорит, отбоксировал. На слуху. И мы видели, какой бой он сделал с Кузьминым, последний бой, там раздельно отдали Кузьмину судьи, но в силу того, что Кузьмин все же без проигрыша идет, как бы проспект. И нокаут, который он сделал этому звезде мирового тяжелого веса Антонио Джошуа, то об этом уже знают все из-за отца Джош, который уже на ринге начал говорить, что нельзя было нокаутированного боксера выставлять не готового боя. Так что уже это само по себе говорит о том, что он очень прочный, мощный боец с хорошим, сильным ударом. В супертяжелом весе все очень сильно раскрутилось. Это бой Фьюри-Уайлдер, да, который закончился в ничью. Несмотря на то, что Фьюри дважды оказался на полу, все равно был зафиксирован ничейный результат. Поражение Энтони Джошуа от Энди Руиса. Это кардинально перевернуло положение дел в супертяжелом весе. И теперь туда еще добавляются
очень колоритные такие личности, как Гасиев и Усик, да. Как правильно надо подстроить свой путь для Гасиева, чтобы в максимально кратчайшие сроки добраться до чемпионского боя? Ну, все, первый бой все покажет. Все покажет, как он себя чувствует супер. Потому что оппонент, я думаю, считаю, что выбран правильно. Он и не проходной, но и не суперзвезда. Он прочный, выше среднего уровня, по уровню. Ну, первый бой покажет. Одно дело, что он на спаррингах с ними боксировал, с лидерами, там, Валдером, там, с Руисом, Ореолой, а другое – это официальный бой. Спарринги не определяют уровень боксера. Гасиев побеждает, да, в первом бою побеждает убедительно, допустим. Какие надо предпринимать следующие шаги и от кого они зависят? Следующие шаги от промоутера зависят, от его менеджеров, промоутера. Они будут дальше двигать, приближать к большим боям. Вот, конечно, сразу вряд ли следующий бой будет чемпионским. Там очередь большая, там в супертяжелом весе очень серьезная конкуренция сейчас. Очень много молодых бойцов и таких, которые уже, вот вы как перечислили, Уайлдер, Тайсон Фьюри, очень хороший боксер, несмотря на внешний такой вид у него. Тот же Руис, сумасшедшая для супертяжелого веса скорость, несмотря на неказистый вид. И, как мы видели, бьет очень сильно. Многие наши соотечественники очень интересуются ситуацией с реваншем. Виталий Константинович, ну, грубо говоря, нужен ли вообще этот реванш с Усиком? Не, ну, во-первых, реванш вот сейчас, если проводить, то реванш будет интересен на Украине и в России. Для мировой общественности, боксерской общественности реванш не интересен. Они должны опять разогреть, выиграть несколько таких топовых боксеров и выйти на этот реванш. Тогда он будет всему миру интересен, и это будет значимый бой. А так сейчас реванш ради реванша, чтобы вот это... Надо к реваншу подойти. И он нужен, конечно. Он будет очень интересен. Но просто, чтобы так же сейчас сложилось, чтобы они убрали несколько топовых хороших боксеров, как в прошлый раз, и вышли, тогда он будет очень интересен по всему миру. Возможно ли такое развитие событий, что, грубо говоря, допустим, Гасиев бой выиграл в супертяжелом весе, да, но чувствует себя там не совсем комфортно, да? Есть возможность того, что он вернется в первый тяжелый вес? Не, ну он сказал, он же выступил, сказал, если будет интересно, если будет шанс объединить пояса, там, ну, тогда он вернется. Там он же немного весит. Он больше 103-104 себя не отпускает. Так что тогда, если будет шанс объединить пояса в первом тяжелом, то он вернется. Как вы считаете, кто победит в финале боксерской суперсерии, Бриедис или Дортикос? Трудно сказать. Трудно сказать. Они оба очень высокого класса боксеры. Я считаю, что Бриедис бы Гловацкого выиграл все равно, если бы не было даже вот этих неприятных моментов. Ну, и Дортикос опасен для любого. Он может выиграть любой бой, потому что бьет очень сильно и трудно спрогнозировать. Мурат Гасиев, находясь в первом тяжелом весе, обладал просто ядерной силой в своих кулаках. Да? Удары Гасиева, они были наиболее ощутимы. Они, по тоннажу удара Гасиев был в первой тройке, наверное, в первом тяжелом весе. В супертяжелом весе этого преимущества у него не будет, скорее всего. Или у вас другое мнение? Не, я считаю так, что в супертяжелом весе он будет в тройке по мощи ударов, а в первом тяжелом он был самым бившим. Потому что даже Дортикос, при всей его мощи, он обладает только сильнейшим ударом правой снизу и правой прямой. А Мурат бьет и слева, справа, снизу, сбоку, по печени. Все удары страшные для противников. Я думаю, что он там бил сильнее всех, но он выигрывал не потому, что он бил сильнее всех, а потому что был боксером высочайшего уровня. И в супертяжелом весе я считаю, что он будет в тройке по мощи, а в супертяжелом весе бьют все. И там помимо этого нельзя рассчитывать только на сильный удар. Там еще
много факторов, где надо добирать и за счет чего выигрывать. Последние несколько боев, да, Мурик провел на территории Российской Федерации. Да, скажите, это правильно, то, что Мурат дерется в России? Ну, это не от Мурата зависело. Это выбор был, во-первых, с Лебедевым. Это два россиянина вышли на титульный бой. Ну, это понятно, А. эта ситуация. С Дортикасом, ну, потом же был бой с Володарчиком в Америке. А потом, после Володарчика с Дортикасом, ну, такой разрекламированный, очень шумный бой. И Умару Кремлеву захотелось, и правильно сделал, и он угадал, потому что общественность вся была сконцентрирована на этом бое, и бой получился очень зрелищным. А с Усиком, ну, хотелось после боя с Дортикасом, ажиотажа вот этого всероссийского, и хотелось также повторить такой же. Ну, ажиотаж был, но очень неудачный для нас. Сейчас, я думаю, что в России, наверное, все же будут бои Мурата, но не скоро. Как обстоят дела в боксерском зале «Ариана»? Что у вас сейчас происходит? Все очень интересно, все хорошо, молодежь растет, выходит, повышается уровень. Ну, много молодых, талантливых ребят, которых ведем аккуратно пока. Есть уже которых, где можем уже рисковать и выводить так, на тяжелые бои. Скажите, как обстоят дела у нашего любимца из острова Свободы, у Франсуа Ленара Переса? Ну, сейчас сложно стало с противниками, потому что у нас такая не очень приятная ситуация. Выводить на топовых больших боксеров пока рано, потому что он еще не боксировал и 2 раундов. Он должен прочувствовать и 2-й, 5-й, 7-й раунд, чтобы выводить на большие бои. Которые противники, оппоненты бывают, они все почему-то быстро падают. И тут и как бы и рисковать не хочется, но из всех, в общем, такая ситуация не очень приятная. Посмотрим, как будет складываться. Виталий Константинович, скажите, пожалуйста, какой рекорд у кубинца сейчас на данный 4 момент? боя, 4 победы и 4 нокаута. 4 нокаута. И хотелось бы прочного противника, чтобы он побоксировал 6 раундов, там, 7 раундов. В каком весе дерется? Он ведь дерется, ну, вот в весе Мурата, в бывшем весе, 91 килограмм, первый тяжелый вес. А по поводу Чудинова, он еще с вами? Да, Чудинов, мы считаем, что он еще прогрессирует, считаем немножко, мы кардинально Чудинова менять нельзя в этом возрасте, но наша цель его хорошо готовить к большим боям, и рассчитываем, что в конце года, ближайший бой это на Красной площади, у него главный бой 22 июля, день бокса. И к концу года, чтобы он вышел на чемпионский бой. Сейчас он 3-й в рейтинге, в мировом рейтинге, он по 3-му номерам. Как обстоят дела, допустим, у Таира Келехсаева, как обстоят дела у Хугаева? Что у этих ребят намечается? Хугаев уже зрелый боксер, ему предстоят большие бои уже. У него 8 боев, 8 побед, и от боя к бою он прибавляет. Таира Келехсаева, ну вот скандальный, нашумевший неприятный момент, все слышали. Но сейчас он восстановился, уже полную нагрузку берет. Я думаю, что летом уже бой, хотели осенью, но он сам хочет летом, и сделаем ему бой где-нибудь, может быть, даже в Осетии. Я бы хотел назвать молодого Али Катибилова, который очень сильно прогрессирует. Если вот так хорошо, как мы рассчитываем, пойдет, то через 3-4 года он обещает стать звездой мирового уровня. Скажите, пожалуйста, что нужно для того, чтобы бокс прогрессировал как можно сильнее, как можно быстрее и как можно эффективнее в нашей республике? У нас очень одаренный народ, ребята очень одаренные. Нужно, во-первых, условия для этого нужны лучше, чем есть у нас. Нужны тренеры, грамотные тренеры, которые любят это дело, любят свою работу и есть стремление к большому. А так народ, наверное, самый одаренный в мире.
Спасибо вам большое, спасибо вам за ваши ответы. Это была очень приятная беседа. Я надеюсь, что после очередного победного боя Мурата мы снова встретимся и снова поговорим. Спасибо, очень приятно. Спасибо вам большое.